Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас передача «Акцент» и в гостях директор МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» Сергей Максимов. Сергей Максимов – директор МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания». Ранее возглавлял некоммерческое партнерство ООО «Союз Авто». Является опытным хозяйственником, имеющим за плечами огромный опыт руководящей должности коммерческой организации, занимающейся пассажирско-транспортной деятельностью. Сергей Николаевич, сегодня 6-й день, как введена дифференцированная оплата проезда в городских автобусах. Расскажите, как себя показала эта система? С 1 декабря у нас в Якутске ввелись новый порядок проезда, оплаты проезда. Добавились у нас новые проездные билеты, те, которые поездочные, 20, 40, 60 поездок. Связано это было с тем, что с 2014 года было резкое удорожание самой техники, топлива, ну и всего комплектующих запчастей. Для того, чтобы затраты населения сильно не повысились, было принято решение дать возможность нашим пассажирам выбирать самим тариф. То есть здесь сейчас тот, кто много ездит, может впервые в истории города Якутска купить проездной билет стоимостью дешевле на 1 рубль. То есть проблем никаких с момента внедрения не было. Единственное, что, конечно, изначально первые дни и небольшой был ажиотаж с приобретением этих билетов. Ну, сейчас места пополнения с каждым днем все увеличивается, и доступность приобретения таких билетов, она будет с каждым днем все больше и больше. Тут ведется параллельная работа вместе с нашим партнером Алмаз-Эргенбанком по увеличению доступности приобретения этих билетов. Поэтому проблем технических никаких нет. То есть были просто мелкие нюансы там с недоработками программного обеспечения, но их сразу же устранили. А в скольких местах сегодня можно купить проездные? Ну, сегодня можно купить в порядка где-то около 100 мест. Это у нас получается Горпечать, сам Алмаз-Эргенбанк, киоски пополнения и во всех муниципальных автобусах, то есть те, которые в пригород и по городу Якутску двигаются. В ближайшее время будет еще установлено, сейчас они уже устанавливаются, то есть еще будут киоски пополнения, их в общей сложности будет 43, и ведутся переговоры со всеми нашими потенциальными, может быть, партнерами, какие-то теплые остановки по установлению, все возможные магазины небольшие и прочее, чтобы можно было без проблем приобрести. И сама система здесь рассчитана на 2 этапа. Сейчас это первый этап, здесь появились только поездочные проездные билеты. Вторым этапом, после установки на все автобусы, их у нас около 800 нового оборудования, появится новая карта транспортная, северная, то есть с возможностью онлайн пополнения билетов. То есть каждый житель сможет скачать приложение, и никуда ему не надо будет обращаться ни в какие киоски, то есть удаленно сможет ее пополнить и ездить в автобусе. А можно более подробно об этой еще одной карте, теперь северной? Это, в принципе, аналог транспортной карты, которая сейчас уже существует у нас с 2011 года. Она будет с банковским приложением, то есть такая же она будет бессрочно работать как электронный кошелек. Сколько денег не положили, то есть они не будут не сгорать, ничего, то есть здесь проблем никаких не будет. Ну, самое главное удобство, к которому мы стремимся, чтобы было горожанам удобно, никуда, ни какие-то дополнительные места не ходить, не прислонять, не пополнять, то есть как бы из дома или с работы спокойно зайти в приложение, пополнить и ездить на наших автобусах. То есть второй этап, он когда стартует примерно? Здесь у нас зависит все от поставщиков оборудования. Сейчас вот первый маршрут номер 7 оборудуется и поэтапно. То есть мы планируем в первом квартале следующего года полностью оснастить все автобусы. Здесь появится вот эта северная карта онлайн. Далее, то есть сейчас в разработке у нас идут проездные билеты. Это студенческий, школьный проездной билет. Здесь тоже рассматриваем вопрос возможности онлайн пополнения этих билетов, чтобы дети у нас и студенты тоже без проблем передвигались. И подключится, то есть здесь разовые поездки, подключатся все NFC-технологии, это можно будет с телефона в автобусе оплатить, у кого с приложением NFC. Потом новые Visa, MasterCard с приложением PayPass, Payway и запросить QR-код, то есть чтобы можно было вообще обойтись без наличных денег при проезде в автобусе.
То есть это в течение первых 3 месяцев следующего года у нас все эти новые технологии? Да, мы сразу же, конечно. Скажите, а терминалы, которые планируется установить в городских автобусах, они уже приобретены? Да, они приобретены, они у нас в течение этого года проходили тестовые испытания. Сейчас вот я говорю, что первый маршрут для того, чтобы у нас не возникло никаких проблем, оборудование достаточно дорогостоящее. Оборудовать один автобус стоит порядка 70 тысяч рублей. Поэтому все-таки мы решили на одном маршруте проверить их надежность, чтобы у нас не возникло никаких проблем. И далее поэтапно по каждому маршруту оборудовать автобусы и предоставить полный спектр возможностей оплаты проезда безналичными, в принципе, по всем технологиям, которые сегодня существуют в мире у нас. Это довольно-таки дорогое оборудование. За чей счет оно приобретено и за чей счет оно будет в дальнейшем эксплуатироваться? То есть технические какие-то поломки и так далее, устранения? Здесь компания-поставщик, это компания Штрихем, достаточно известная, это основной производитель кассовых аппаратов у нас в России. Здесь, конечно, гарантия, то есть гарантийный период. Приобретены они за счет транспортных предприятий по схеме лизинга. Лизинг предоставила тоже наша якутская лизинг-компания «Инвест Бизнес Лизинг». Поэтому заинтересованы здесь, в частности, транспортные предприятия, чтобы повысить качество обслуживания наших горожан. Поэтому то есть правильно я поняла, что владельцы маршрутов, они сами оплачивали стоимость этих терминалов, не городской бюджет? Да, то есть городской бюджет только приобрел для муниципального предприятия. Как автобусники к этому отнеслись? То есть все ли были согласны с этим? Какая работа была с ними проведена, чтобы... Здесь, во-первых, были тестовые испытания, потом все... отнеслись очень хорошо, потому что здесь вопрос идет о замене кондукторов на городских автобусах, которых нет. Это, по сути, электронный кондуктор. Во-первых, он будет сопровождаться звуковыми сопровождением по оплате проезда. Также мы уберем оборудование, которое сегодня объявляет остановки. Он тоже будет у нас объявлять эти остановки. Поэтому мы здесь решим вопрос по заработной плате кондукторов. То есть все мероприятия только нацелены, чтобы было удобнее и комфортнее передвигаться в автобусе. Некоторые расходы автобусников, они оптимизируются? Конечно, то есть они занизятся, потому что заработная плата одного кондуктора у нас порядка 25-30 тысяч рублей. То есть, в принципе, просто я читала в городских форумах, говорили о том, что вот Сергей Максимов, он требует, чтобы все прямо 100% эти терминалы приобрели, в противном случае просто человек лишится маршрута. То есть разговоры были очень жесткие. Я не знаю, кто об этом писал, может быть, кто-то там в душе и не хочет развиваться, то есть применять новые технологии. Возможно, конечно, по крайней мере, все добровольно. То есть никто маршрута не лишился? Никто не лишился, не лишится. В принципе, если даже кто-то не установит новое оборудование, он может перевозить наших горожан бесплатно, если не хочет, потому что у него не будет возможности принимать к оплате все карты эти существующие. Поэтому какой-то жесткой требований таких по замене оборудования не было. То есть право выбора за самими транспортными предприятиями. Если вернуться к стоимости проезда, получается, что автобусникам все-таки гораздо выгоднее возить людей за наличный расчет, то есть за 25 рублей. То есть тут и не было никаких, допустим, лучше я не буду ставить терминал, а лучше буду за 25 рублей все ходить. Во-первых, есть порядок у нас организации перевоза, в котором все прописано. Во-вторых, выгоднее, наверное, не автобусникам, как вы говорите, а выгоднее, наверное, кондукторам, водителей, чтобы можно было скрывать свои доходы и повысить свою заработную плату, то есть незаконным путем. Поэтому все, которые владельцы автобуса, наоборот, заинтересованы, чтобы была прозрачность всех финансовых потоков, потому что здесь мы убиваем, так сказать, два зайца. Первое, это идет прозрачность сбора выручки. Второй момент, мы будем сразу проводить анализ, на каких остановках, в какое время полностью, сейчас полные отчеты идут. Можно пересмотреть расписание, идет большой поток людей, то есть мы можем достаточно очень хорошо и корректно скорректировать расписание движения. То есть эта работа, она нацелена полностью в комплексе решить вопросы именно в организации перевозок. Поэтому тут я не знаю, кто мог бы против приобретения этого оборудования. Только те люди. Напомним, пожалуйста, нашим зрителям еще раз о стоимости проездных, эту дифференцированную оплату. Какие карты, на сколько поездок, сколько стоит? Здесь сейчас сама оплата, она расширена. То есть одноразовая поездка у нас сегодня стоит 25 рублей. Это, получается, в дальнейшем можно будет и по NFC-технологиям, по PayPass Payway картам, Visa, MasterCard оплатить при помощи QR-кода. Это разовые поездки.
Второй блок поездок — это транспортные карты, их две. Сейчас у нас обычные транспортные карты, которые надо пополнять, и где-то в киосках пополнения. Появится новая северная карта с приложением онлайн, которое можно будет онлайн пополнить. На ней стоимость проезда 21 рубль. И проездные билеты, ну, они, по сути, это всегда у нас были, просто про них какой-то период времени забыли, и технически невозможно было их приобрести, и они более привлекательные, чем раньше были. Раньше купил, месяц с 1 по 30 число, дальше не можешь пользоваться. То есть сейчас с момента приобретения действует 60 дней, 2 месяца, здесь 20 поездок стоит 20 рублей, 40 поездок 18 рублей и 60 поездок 16 рублей. Ну, вот, в начале, когда только эта система была запущена, ну, то есть дифференцированная оплата, да, были нарекания по поводу оплаты через терминал. Ну и до сих пор они остаются, что терминал они не выдают сдачи. Почему таким образом как-то эта система сконструирована, что человек вот заплатил 960 рублей, то есть 1000, да, и 40 рублей он сдачи наличными не может получить? Ну, тут сами киоски, они, в принципе, и когда какие-то штрафы оплачиваются или еще что-то, сдача, она выдается, сдача, но путем либо пополнения следующей карты, это бар-код, который нужен, либо переводом денежных средств на телефон. Но при этом взимаются еще проценты за оплату мобильного. Ну, здесь вопрос, наверное, к Алмаз-Энергосбанку. Ну, опять процентом минимальный, насколько они объяснили, мы тоже вопросы задавали. То есть 3%, все остальные киоски, они берут 7% первоплаты. Ну, мы, честно говоря, тоже немного с этим не согласны. Но я думаю, что со временем этот вопрос решится. Ну, самое главное здесь вопрос стоит в том, чтобы эти киоски, только в киосках пополнения, которых у нас будет 43 киоска пополнения, в остальных местах всех в Горпечати и в Алмаз-Энергосбанке без проблем, то есть сдача выдается, ну, проблем никаких нет. Заплатила тебе, как полагается. Ну, конечно, то есть вопрос нет. Никаких чеков, баркодов и так далее. Да, были предложения, конечно, округлить эти проездные билеты, сделать круглыми, но при составлении тарифа это совсем будет неправильно. Почему? Ради того, чтобы какие-то ровные цифры были, должна тарифная политика каким-то образом страдать и ложиться на чьи-то плечи, либо горожан, либо транспортных предприятий. Поэтому тут... А вот о стоимости пригородных маршрутов тоже хотелось бы поговорить. Как там сейчас по тарифу дела обстоят? То есть, пригородные маршруты, тарифы не изменились, они остались такие же, как и были с прошлого года, 2015 года. То есть здесь тоже будет работа вестись, но она немного позже, потому что есть проблемность у нас там национальность, 11 зон в пригородах, и здесь оборудование должно работать 100% новое, корректно, без всяких каких-то возможных там зависаний и всего прочего. Когда мы до конца всю эту систему отработаем, она будет... Понятно, что ее можно будет в пригородных маршрутах применять, то есть система тоже будет примерно такая же. Там стоимость проезда, допустим, отличается же в черте города, допустим. За сколько сейчас рублей человек поедет в черте города на пригородном автобусе? Ну, тариф... И действует ли там вот этот проездной также? Ну, в черте города на автобусах все тарифы действующие городские, никаких изменений нет. Та же схема, тот же тарифный план есть, полностью применяется. Единственное, что у нас есть 2 экспрессных маршрута, это 107 и 108. 107 маршрут у нас идет Жатая, то есть, и там автобусы более комфортные, что и 108 с Хатас идет. Там тариф выше по городу, он составляет 30 рублей, поэтому здесь немножко путать не надо. У них количество рейсов автобусов этих небольшое, то есть, поэтому они принципиально были сделаны для удобства жителей пригородов, чтобы они быстрее смогли добраться именно в те места, где работали, куда-то, чтобы было удобнее. То есть 2 экспресс-маршрута? 2 экспресс-маршрута. И в них 30 рублей по городу? Да, у них по городу 30 рублей. Через проездной? Можно ли 2 раза оплатить сейчас? В данный момент этого нельзя сделать. Здесь это связано с безопасностью самих горожан, потому что здесь карта передается либо кондуктору, либо водителю, чтобы не было возможности снять за один раз 2-3 поездки с пассажиров. Поэтому тут функция заблокирована. При установке нового оборудования, то есть запрет этот будет снят, и можно будет оплатить сколько хочешь поездок, потому что там будет этот валидатор самообслуживания, то есть пассажир будет самостоятельно подходить и оплачивать. То есть я могу оплатить и за... Да, в дальнейшем. И за ребенка, либо за товарища какого-то там мужа, то есть проблем их не будет никаких с одной карты оплаты. То есть пассажир сам будет прикладывать? Да, сам будет прикладывать. И есть некое оповещение о том, что я... Да, то есть оплата произведена, то есть какой карты. Там также информационное табло, сколько поездок у вас на данной карте осталось, либо какие денежные суммы, то есть присутствуют на транспортной карте.
То есть информация будет полная. Также будет выдаваться чек, то есть при оплате. То есть есть, я говорю, полная прозрачность. То есть, А кто будет обеспечивать вообще бесперебойную работу вот этой техники всей, которая на автобусах будет установлена? Ну, здесь у нас есть Алмаз-Регионбанк и оператор системы, наша центральная диспетчерская служба, которая уже с 2011 года, в принципе, не справляется с своими обязанностями и поддерживает весь функционал полностью, если возникают вдруг какие-то проблемы. Разработчиком программы является компания Airline, она находится в Екатеринбурге, те, которые с банковскими приложениями, ну, то есть тоже достаточно давние партнеры, с ними тоже проблем никаких не возникает. Скажите, а почему было решено увеличить стоимость проезда в городских автобусах, ну, с 20 до 25 за наличный расчет именно с 1 декабря? Обычно мы как-то повышение ждем с Новым годом или хотя бы с новым полугодием. Ну, здесь, во-первых, изначально планировалось это сделать с августа месяца, ну, по техническим причинам, потому что программа неправильно заработала, пришлось перенести до 1 декабря. Все это момент введения. Как вы считаете, вообще повышение на 5 рублей это много, мало? На самом деле повышение произошло не на 5 рублей, то есть средняя поездка у нас составляла до момента введения оплаты 19 рублей, сейчас она составляет 20 рублей. То есть для транспортных предприятий повышение произошло всего лишь на 1 рубль. И появилась возможность у горожан ездить дешевле по тарифу, чем они до этого передвигались автобусом. Ну, то есть получается, чем больше ты ездишь, тем дешевле. Да, ну, то есть принцип простой, больше ездишь, меньше платишь. Поэтому... Сергей Николаевич, а вы сами как часто на автобусе передвигаетесь? Ну, я специально езжу практически каждый день, чтобы обладать полной информацией, что у нас происходит. А какую карту вы себе приобрели? Ну, у меня транспортная карта обычная. То есть гораздо удобнее. То есть вы оплачиваете 21 рубль за так поездку. Получается, да. Спасибо, Сергей Николаевич, за беседу. Это была передача «Акцент», и в гостях у нас был директор МУП ЕПАК Сергей Николаевич Максимов. Спасибо.